Можно ли мусульманам праздновать Новый год? Когда у нас год подходит к концу, все начинают этот вопрос обсуждать. Безусловно, есть разные мнения, суждения, в какой-то степени даже полностью противоположные друг другу. Кто-то разрешает, кто-то запрещает. Но если внимательно прислушаться ко всем этим обсуждениям, либо ко всем этим ответам, то мне так кажется, что просто у людей разное восприятие того, что такое Новый год, каким образом нужно к нему относиться. Но мне кажется, что довольно-таки сложно представить, чтобы практикующий мусульманин как-то обожествлял эти дни, придавал им какую-то там святость, значимость. Просто-напросто, мы живем так или иначе в светском государстве, где есть светские и праздники, и выходные. И хотим мы того или нет, некий наш рабочий график выстроен с учетом вот этих как раз-таки выделенных, знаменательных дат или того или иного времени, которое, мы понимаем то, что оно особенное. Как минимум оно особенное и выделено тем, что это длинные выходные. Очень важно понять и осознать то, что позади остается целый год. Вообще с годами понимаешь, что время просто пролетает. И понимаешь что не то, что там каждый год, не то, что каждый месяц, а каждый день, каждый час, каждую минуту нужно наполнять чем-то важным, полезным, значимым с точки зрения как мирского, точно так же и с точки зрения вечного. Не должно получиться так, что харам, люди говорят, и вот в этом состоянии харам, он и сам угрюмый, и все вокруг него становится угрюмым. А такого не должно быть. Мусульманин – это позитив. И вот этот позитив он несет в себе, и этим позитивом заряжает все вокруг. И как раз таки это время – это уникальная возможность многое в своей жизни проанализировать, многое, что можно подкорректировать, и вот это выстроить отношения вокруг тебя. Правильное отношение. Еще раз важно понять, что мы вкладываем в понятие празднования Нового года. Если это застолье со спиртным, если это некие хороводы вокруг елки, загадывание желаний, обращение к Деду Морозу, безусловно, это в исламе нет и быть не может. Но если все-таки это некое общение с детьми, с семьей, с родственниками, когда люди вместе анализируют свою жизнь, анализируют пройденный этап, настраиваются на очередной год, то, безусловно, в этом ничего плохого нету, и в этом только лишь благо. Взять нашу семью, мы собираемся с братом, с семьями, с детьми у нашей мамы в эти дни, выходные, и общаемся, анализируем, что и как в нашей жизни, помогаем друг другу выстроить некие планы на будущее, и в этом только лишь благо.